Здравствуйте! В эфире «Вести экономика». Мы расскажем о том, как развивается промышленность и чувствует себя бизнес в республике. Новые возможности для чувашских фермеров. В Чебоксарах и Новочебоксарске открывается сеть торговых точек «Деревенский дворик». В одном небольшом павильоне собрана продукция более 20 местных производителей. Создатели сельхозкооператива «Деревенский дворик» свой проект называют не иначе, как социальным. Во-первых, это поддержка аграриев республики, которые не могут со своим товаром попасть в крупные сети. Во-вторых, натуральный свежий продукт становится доступным для жителей Чувашии. Сыры из Яльчиков, соленья из Козловки, мясные деликатесы из Батрева. 26 местных производителей в одной торговой точке. Возле универмага Шубашкар открылся уже 6-й в республике деревенский дворик. Это торговый павильон, в котором представлена продукция только чувашских фермеров. Кооператив «Деревенский дворик» сотрудничает как с крупными сельхозпроизводителями, так и с личными подсобными хозяйствами. Главное условие – качество товара, наличие всех необходимых сертификатов соответствия. Я считаю, что за такими магазинами тоже будущее, потому что мы уже подошли к тому этапу в своем обществе, где люди готовы платить за качественную, экологически чистую, свежую продукцию, которой у нас, в принципе, можно сказать, что дефицит пока. Предприниматель Решит Сандзяпов открыл мясоперерабатывающий цех в Батыревском районе всего год назад. И уже сейчас здесь производят до 40 видов продукции из говядины и конины. Колбасы, консервы, фарш, манты. Готовят на специальном оборудовании, но и без ручного труда, особенно прилепки пельменей, не обходится. Мы лепим ручную. Лепить не просто, но зато вкуснее, чем механические. Решит Сандзяпов не скрывает, проблемы со сбытом есть. Переговоры с потенциальными покупателями ведет регулярно. Создание таких торговых павильонов, как «Деревенский дворик», для фермеров – настоящее спасение. У нас бизнес он будет тогда успешным, когда мы будем не зависеть от посредников, от внешних факторов, от каких-то явлений. То есть должны быть свои поля, сами должны выращивать корма, сами должны выращивать скот, перерабатывать его и реализовывать уже не сырье, а готовый продукт. В этом случае мы отсекаем все посреднические услуги, и маржинальная часть остается именно у самого производителя. В этом случае успех обеспечен. Очень большая проблема для мелких фермеров, для ЛПХ, куда сбывать, потому что небольшая продукция, ты в большой магазин не зайдешь. Иметь свою, значит, скажем так, магазин тоже проблематично, потому что они должны заниматься производством. Николай Потапов развивает семейный бизнес. 25 лет в Ядринском районе занимается сбором трав для лекарственного чая. Признается, благодаря деревенскому дворику интерес к его продукции начал расти. Спрос уже стало больше, потому что очень много сейчас трав разных появилось, потому что неизвестно, что там продают, а мы уже действительно стараемся своими фармацевтами, провизорами именно производить качественные, без красителей, без добавок, именно натуральные продавать. Это все видно наяву. Тем более мы уже патентуем эти травы. Сейчас фермерам и предпринимателям приходится самим развозить продукцию по торговым точкам. Домой они возвращаются уже поздним вечером. В планах у создателя кооператива «Деревенский дворик» Анатолия Константинова открыть логистический центр. Фермеры привозят, получается, на логистический центр свой товар, разгружают, а оттуда уже специализированным транспортом будет развозиться по магазинам нашей сети. Помимо того, что наша сеть, мы думаем и уверены в том, что, получается, продукция фермеров Чувашской республики будет пользоваться спросом, и за ней будут также приезжать, получается, и остальные все желающие, которые хотят ее видеть и представлять в своих магазинах. Сейчас работают 6 торговых павильонов «Деревенский дворик». Один из них в Новочебоксарске, остальные в Чебоксарах. В планах открытие подобных магазинов во всех районах столицы, чтобы качественная натуральная продукция была в шаговой доступности от горожан. Злободневные вопросы, открытое обсуждение. Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, который собирается в республике регулярно, на этот раз решили провести в расширенном составе. В конференц-зал Чебоксар-Арена пригласили предпринимателей, причем разных мастей, от крупных промышленников до представителей малого и среднего бизнеса. Один из острых вопросов – земельные отношения. Проблемы возникают при установлении санитарных зон около производственных площадок. Нередко эти территории не отражены на кадастровой карте. Очень важно для инвесторов, особенно за пределами Чувашской республики, когда они оценивают покупку, приобретение, развитие бизнеса, они смотрят прежде всего, конечно, в кадастровую карту. А вот в этой кадастровой карте практически нет ничего. И вот это вот накладывает очень сильные сложности именно в привлечении капитала, в развитии производства.
С такой ситуацией столкнулся сам Борислав Скуратов, купив в Чебоксарах участок под производственную базу. Он обнаружил, что в правилах землепользования и застройки города санитарная зона отмечена, а на кадастровую карту не нанесена. По идее, он получил земельный участок, не соответствующий с этой санзоной, он должен сам теперь эту санзону от остальных отпроектировать или за остальных проектировать, потому что другим это не нужно. Или что должен? Или должны муниципалитеты все-таки актуализировать с учетом фактической деятельности? Вопрос министра остался без ответа. Руководитель Росреестра отметила, по законодательству муниципалитет не обязан наносить данные на кадастровую карту. В Чебоксарах сложилась практика, что предприниматели за свой счет проводят работы по установлению санитарных зон, а уж потом эти сведения попадают в официальные документы. На встрече прозвучало предложение муниципальным властям провести ревизию, обновить данные по санитарным зонам. Росреестр нанесет их на кадастровую карту. Однако работа требует немалых бюджетных затрат, поэтому пока это остается проблемой бизнеса. Также на встрече говорили о поддержке аграриев. Сейчас власти делают ставку на развитие сельхозкооперативов. Для них предусмотрены гранты. Если это кооператив, сегодня вы можете участвовать в грантовой поддержке. И тут сумма предусмотрена до 70 миллионов рублей. Это форма. Грант на эти цели предоставляется на строительство, реконструкцию объектов, на приобретение, монтаж оборудования, на приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов. Все это в этой форме есть до 70 миллионов рублей. Еще раз повторюсь, софинансирование 60/40. Глава Чувашии отметил, в республике объемы господдержки сельхозпроизводителей ежегодно составляют около 2,5 миллиардов рублей. Аграрный сектор России сегодня ориентирован на экспорт, и Чувашия тоже должна к этому стремиться. Пока же в республике доля экспортной сельхозпродукции не превышает 10%. В каком направлении нужно двигаться республике в ближайшие 17 лет? В Чебоксарах прошла стратегическая сессия «Чувашия-2035. Банк проектов». Свои идеи мог высказать любой желающий. Дискуссии продолжались в течение дня. Какие проекты могут войти в официальный документ социально-экономического развития Чувашии? Об этом расскажем далее. Вооружившись маркерами, предприниматели, научные деятели, общественники пополняли банк проектов. На ватманах серьезные идеи по развитию образования, здравоохранения, туризма, промышленности. У нас лидируют это энергетические кластеры, различные направления, это информационная безопасность. При этом есть и хорошие социальные проекты, к примеру, велоинфраструктура, то есть чтобы полностью была круглогодичная, доступная велоинфраструктура для всего города, что способствует за собой как бы улучшению здоровья населения Чувашии. Главный вызов, считают организаторы стратегической сессии, создать такие условия, при которых граждане стремились бы жить и работать на чувашской земле. Ольга Афанасьева предложила жилищный проект, который позволит удержать в республике молодых специалистов. Я предлагаю создать в Чувашской республике арендное жилье, потому что это очень актуально для специалистов, которые выпускаются с наших вузов на первоначальном этапе, чтобы был старт для развития, для создания семьи. Это, естественно, проблема с жильем. Евгений Николаев предложил пойти по пути мирового тренда и создать первый в республике ветропарк. Технические аспекты просчитаны, говорит автор проекта. Проблема – найти инвестора и преодолеть бюрократические препоны. Проект крупный и комплексный, то есть 100 мегаватт установленной мощности – это порядка 12 миллиардов инвестиций в сам ветропарк и порядка 1 миллиарда в сопутствующее производство. Это возобновляемые источники, то есть топливной составляющей нет, не загрязняет природу, экологию сохраняет. Это современная, высокотехнологичная продукция. И есть возможность еще создать дополнительные рабочие места в Новочебоксарске и в Канаше. Многие проекты, которые предлагали участники стратегической сессии, направлены на привлечение в республику инвестиций. Глава города Евгений Кадышев отметил, сейчас в условиях нестабильной экономики особенно важны инновации. Эти люди, которые увидят, что их предложения реализованы в Чувашии, никуда уже из нее не уедут. Они будут работать здесь, создавать эти производства здесь. Сейчас в банке проектов уже более 200 идей. Авторы большинства из них старались учитывать мировые тренды. Самые перспективные предложения войдут в стратегию развития республики до 2035 года. Основной ориентир будет сделан все-таки на то, чтобы они были реалистичны. Понятно, что мы не хватаемся за те проекты, не вписываем в те проекты, которые мы по каким-либо причинам не сможем последующие реализовать. Чтобы эта стратегия она работала, а не лежала и не пылилась в стенах кабинета министров.
Идеи еще принимаются. На сайте Минэкономразвития Чувашии размещен баннер. Там любой житель республики может оставить свои предложения. Делегация Чувашии вернулась из Сочи, где проходил Российский инвестиционный форум. На несколько дней Олимпийский парк превратился в площадку для налаживания контактов между регионами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев смог встретиться с федеральными министрами. В частности, он пообщался с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, министром промышленности Денисом Мантуровым, министром транспорта Максимом Соколовым. С министром спорта Павлом Колобковым Михаил Игнатьев обсудил выступления наших спортсменов, представителей Чувашии на Олимпийских играх. Также в рамках инвестиционного форума состоялась встреча Михаила Игнатьева с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России. Доктор Ахмед Аль-Саати намерен посетить Чувашию, чтобы изучить возможности региона и наметить направление для сотрудничества. Также глава республики пообщался с художественным руководителем фонда «Талант и успех» господином Хансом Иохимом Фраем. Уже есть договоренность о проведении в Чувашии большого культурного мероприятия с приглашением предпринимателей из Германии и Австрии. Господин Ханс Иохим Фрай выразил готовность воплотить в жизнь этот проект уже в текущем году. Кроме того, в апреле запланирована бизнес-миссия наших предпринимателей в Германию. Это были «Вести экономика», плодотворных контактов и процветания бизнесу. До встречи в эфире.